таить в себе любовные страсти. Меня натура победила, я, озверев, грызу удила. Из носа валит дым столбом, и волос движется от страсти над лбом. Ах, если б мне иметь бы галстук нежный, сюртук из сизого сукна, стоять бы в позе мне небрежной, смотреть бы сверху из окна, как по дорожке белоснежной, ко мне торопится она. Я не имею больше власти таить в себе любовной страсти, они кипят во мне от злости, что мой предмет любви меня к себе не приглашает в гости. Уже 2 дня не видел я предмета, на 3-й кончу жизнь из пистолета. Ах, если б мне из Эрмитажа назло соперникам, врагам украсть бы пистолет Лепажа и взор направив к облакам, вдруг перед ней из экипажа упасть бы замертво к ногам. Я не имею больше власти таить в себе любовной страсти, они меня как листы сушат, как башню времени разрушат, нарвут на козьи ножки, с табаком раскурят, сотрут в песок и измечулят. Такой глагол никогда не слышал. Ах, если б мне предмету страсти пересказать свою тоску и, разорвав себя на части, отдать бы ей себя всего и по куску, и быть бы с ней вдвоем на много лет в любовной власти, пока над нами не прибьют могильную доску. Я обратил внимание, тень от Мезенцевой на стене смешнее гораздо. Меня зовут Мараев Тимофей. Тимофей. Я пишу много достаточно, и это будет жанр такой, более близкий к юмору, стишки-пирожки. Не извините, пожалуйста, за лишнее философствование в них, но они будут присутствовать. Но оно дурацкое. Философствование дурацкое. Да? Хорошо. Еще раз спросите, мальчики. Ах, почему приходит старость, сказал задумчиво Олег. И в зеркало взглянул и вскрикнул. Эй, убирайся, я не звал! Так, это пирожки, которые не рифмуются, да? Пирожки, которые не рифмуются. Да. И еще второй пирожок, мне, к сожалению, только 2. Вот. Феноменальная память. Да кто произвел за свою жизнь? Все как всегда. Опали листья. Вот, как-то снова тает снег, я не помню, честно говоря, как там дальше. Весь мир стоит и хочет почек. Но вижу я одно говно. Вот это было нецензурщина, видите? Да. Это поперло нецензурщина. Да. Почки. Да, дело в том, что каждый человек, наверное, баловался, ну, и современный молодой человек, Михаил Григорьевич, как вы, баловался пирожками в свое время, особенно с капустой. Рыбачка Соня как-то в мае, а потом в июне как-то раз. Хотела в августе, но поздно, из плавания вернулся муж. А это экспромт? Дивертисмент понравился подставочкой. Это еще аккорды, я не выучил, я недавно приехал. Да, про Вову. Так, она, в общем, называется Вова, Веня, Дыркин, если что. Стул предо мной, взгляд за спиной, скоро отправим домой. Я весь день на ногах, ущемленный в правах, и уж месяц сижу на бабах. А под рукой бутылка дряни, шмальнуть ее пятак, кому-то пьет коньяк напротив, как это все меня уже достало, как это все меня уже достало. Расскажи, дружок мой Вова, отчего мне так хреново, ла-ла, ла-ла. А месяц живу, как на плоту, места себе не найду. А рядом со мной в каморке одной тот, у кого геморрой. А та, что рядышком в постели, еще надеется на принца. Дура, сколько лет уж как это все меня уже достало, как это все меня уже достало. Расскажи, дружок мой Вова, отчего мне так хреново, ла-ла, ла-ла. Что бы я имел, если бы не пел? Может, курил бы ЛЛ. А как же здесь жить, если не пить? Может, удастся забыть, что под рукой бутылка дряни, шмальнуть ее в пятак, там пьет коньяк напротив, как это все меня уже достало, как это все меня уже достало. Расскажи, дружок мой Вова, отчего мне так? Ла-ла, ла-ла.
дурака песня называется? Там с матюгами. По-моему, нет. А там у А ты девушки... сделай с ними. Я просто когда тут фразу, что а та, которая самовлияет бюджет, потому что там у кого-то геморрой, я думаю, какой сейчас он диагноз девушки вот, установлен такой, а та, ну, там, это оказалось, Ну, дура. кофта сзади. Не прижаются. Теперь уже не признаются. И придут такие. Вечером сегодня ты сказала мне прощай не смело. Вечером сегодня ты уехала на волке белый. И недолго думая, как только на дворе стемнело, я вниз постель думаю на руках. И снова шестиструнная гитара про любовь запела. Ты уехала направо, я ушел пешком налево. Кто из нас остался в дураках? 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 Скоро ты заплачешь над таким решающим моментом. Выйдешь за город, он накроет свою Волгу тентом. Что ты будешь делать в этой Волге с этим импотентом? Разве подержать его в своих руках? Ай, я тебя за все прощаю, но не подходи так близко. Я хотел гулять по саду, ты кому-то чухать писку. Кто из нас остался в дураках? 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 Очень жаль, такая пара, но придется разлучиться. Он приедет на Житомир, ты свободная как птица. Жаль, что не стираются автографы на ягодицах и отпечатки пальцев у твоих ногах. А кто из нас остался в дураках? 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 А это, наверное, из раннего, да? Дыркина? И вот эта вот песня из раннего Про Дыркина точно. творчества, потому что Волга, да, откуда Волга? Ну, Это с учетом того, что этот варианта автор два. жил- Или творчество, да, из раннего, когда Волга что-то представляла из себя, или Волга, или написано на Кавказе, где Волга, наверное, до сих пор еще в цене. Потому что я была в Карачаево-Черкесии в позапрошлом году. Там вот признак, да, благосостояния, это вот Волга хорошая. Там, в общем-то, Волга. Там еще, да? В цене, да. Потому что я недавно Особенно, просто когда шла по тот берег улицам, у меня было вот так вот. впечатление, что Жигули... Выше, этот ниже его. Нет, Рыбы, вот. Нет, но этот критерий не годится к такому искусству. потому что я забыла. Я прям написала красным Герцману. Я так люблю при виде члена литературного жюри кричать: давай-ка, не стесняйся, жюри. Ну, так я предлагаю пожурить малость. Михаил Львовича. Да, Михаил Львович. Нет, вообще журить-то должен он. Нет, почему? Я хотел бы тоже предложить вашему вниманию, что так вот, наверное, я послушал. Я попытался выбрать, значит, без мата. Это трудно. Не получилось. Поэтому вам слово. Значит, я хотел бы просто представить жанр патриотических дурацких вот стихов. Это редкая штука. Потому что я так послушал, но это не патриотика. А мы вот один, вот такой, это уже на мотив песни поется. Значит, примерно так это звучит. На позицию девушка провожала бойца. Вдруг у парня за пазухой захрустела маца. Возвращайся скорее же, бей врага, не жалей, буду ждать тебя милого, несмотря что еврей. Ну, одно такое себе. А другое, это практически четверостишье, это, я бы сказал, не специально сочинено, это когда-то было прислано в журнал, что-то там «Служу Отечеству», какой-то такой был журнал, ну, самодеятельные поэты. И, значит, вот примерно так звучит. Я просто прочел это в журнале, это не выдумано. У солдата в штанах есть заветное место. И хранит он там то, что дороже всего. Это место – карман, и в нем фото невесты, что на долгую службу провожала его. Патриотика.
Да буду. Мне на этот счет вспомнили четверостишие Игоря Артеньева, тоже одного из дурацких Ну, поэтов, да, знаменитых, да. с его дурацким стихотворением. Он примерно в тему про карман тоже. Все было. Лужа на крыльце, знакомый профиль мусорного бака, и у забора писала собака с загадочной улыбкой на лице. Ну, похоже, да? Ну, в общем, в тему немножко карман, вот, писала. У меня вот ассоциация одна. А вот такой Иртеньева, опять же, что вспомнилось. У него есть такой четверостишие. Меня спросили, он же такой суровый, Да. меня спросили на иврите, вы на иврите говорите? Я отвечал на чистом идиш. Ты что в натуре, сам не видишь? Тем более, такая типичная внешность. Тут по задумке автора он должен был показать то самое место заветное. Не, это карман. Заветное Это- место. Обозначить его. Обозначить. Жестом обозначить. Размеры там, все, намекнуть там. Увлеклись мы. А вот еще такой пирожок был старый тоже. Разудилось плечо, чувствую. Растолкнул. Растолдыкнулось как-то. Тот самый черстый пирожок еще был. Кстати, девушки давно не выступали. Ну, А было у меня как раз про девушек. да. Так, между прочим, мэтр заметил, да? В саду, гуляя с незнакомкой и размышляя о любви, спросил ее: моей ты будешь? Конечно, 1000 рублей. А тогда можно еще одно такое любовное? Это уже любовная лирика. Это я лично слышал на Капустнике Вахтанговского театра, и ее исполнял Юрий Яковлев. Это было лет, там, не знаю, 150 назад. Значит, звучит это так. Он там собирает цветы, очень забавно звучит. Помню. И поет на мотив Марсельезы. По аллеям тенистого парка. Раз собирает какой-то цветочек, как бы собрал. Понюхал. С пионером гуляла вдова. Пам-пам-пам. Там третий цветочек. Говорит, пионера вдове стала жалко. Понюхал. И она пионеру дала. По-моему, очень душевная. Хорошо. Вот на эту постель. Вчера был вами предоставлен плохого качества разврат. Где тут кровать? Хочу оформить возврат. Кстати, мало кто знает, но завтра выступление Игоря Губермана. Да. Да. Заметьте, Нет, мне заметьте кажется, свои наши тоже стишки, прям пирожками. все знают просто. Если никто не против, я пару штук зачитаю. Живи, покуда жив, среди потопа, которому вот-вот наступит срок. Поверь, наверняка всплывет и жопа, которую напрасно ты берег. Или вот такое. Ну, правда, у него все творчество, скажем так, не совсем формальное. Зима, крестьянин торжествуя, наладил санок легкий бег. Ему кричат: какого? Еще нигде не выпал снег. Любимые всеми с детства стишки про мальчиков, да? Маленький мальчик нашел Конечно, пулемет. конечно. Есть, на самом деле есть целый пласт, и это такие шедевры. Вот, мои тетушка с дядюшкой, они были студенты Смоленского мединститута в те самые времена, когда это только-только появлялось практически на острие. И я вот хорошо так помню с тех детских лет, я был маленьким мальчиком лет 12, но мне так врезалось в память, вот простейший стишок, но в той интерпретации он звучал так. Над полем гроза пронеслась и ушла, девочка в поле гранату нашла. Радость и слезы бегут по лицу, и пионерка мчится к отцу. Дерни колечко, и папа сказал, долго над полем сандалик летал. Вот это вот красиво, с подходами было, да. Это потом упростилось уже там все, а. Мне очень нравилось вот это, когда мне мама в детстве выколола глазки, чтобы я в шкафу варенье не нашел. Я не хожу в кино и не играю, не читаю сказки, зато нюхаю и слышу хорошо. Нет, ну таких, а вы помоложе-то, вы знаете эти стишки-то? Да, конечно. Так подключайтесь, а то мы тут рот не закрываем. Ну, у нас на самом деле таких стишков ходило много, поскольку я учился в деревенской школе, у нас это передавалось из уст в уста, так скажем. И у нас городской ведь тоже не поверишь. Былины, то есть у нас. Никто это не записывал, конечно, но оно все было. Наш город-то это их деревня. Ну, в частности, про пулемет уже было озвучено, да, повторяться я не Да. буду, но у нас в школе мы очень не любили нашего директора. Он одновременно вел историю, и мы одновременно не любили историю. Поэтому популярность обрел следующий стишок. Маленький мальчик веревку нашел, с этой игрушкой он в школу пошел. Долго смеялись родители, дети, лысый директор висел в туалете.
Сейчас там вот это лысый. Обижаю. Маленький мальчик по речке гулял, маленький мальчик в речку упал. Крутится, вертится водоворот, свежее мясо по Волге плывет. Вот. Да, тоже сильно, да, сильно. Повторяя тему воды и мяса, Тема мяса была задана. Тема воды и мяса, Стихотворение. вот это, Это у нас лейтмотив. Воля и разум, вода. маленький мальчик в подвале играл и всякие краники там разбирал. Через час воды горячий поток вынес вареного мяса кусок. Ну вот А вот печально можно что-нибудь? краснее картина на свете. Справа попейте, слева попейте. А железнодорожная тема. Мясо и Ну, вода. уже сама по себе тема, как бы, она Кстати, мясо и тема вода. нашего Не вечера. подумайте, это очень нежные и печальные стихи. Сын в электричку подняться спешил. Голову он между дверей защемил. Двинулся поезд. Сын боком бежал. Долго я взглядом его провожал. Красиво. Это печальное стихотворение. У меня пропала кошка. Нет. Оно достаточно Животных не было. Про мясо. объемное. Итак, у меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ж ее не обижала. Только помню, как-то раз выбила я кошке глаз. Да не камнем, а кубеньком с васильком голубеньким. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ж ее не обижала. Только помню, как-то раз сшила ей противогаз. И 4 тапочки на 4 лапочки. Стала ей их одевать. Кошка шмык и под кровать. Я ее за хвост, а она не трожь, не трожь. Фу, какая недотрога, даже хвост нельзя потрогать. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ж ее не обижала. Только помню, как-то раз смыла кошку в унитаз. А пока вода бежала, я ее за хвост держала. У меня пропала кошка, а зовут ее Матрешка. Почему она сбежала? Я ж ее не обижала. Только помню, как-то раз посадила кошку в таз. Чтоб она не убежала, кирпичом ее прижала. Ее мыла и стирала, намыляла и повесила сушить. Кошка сохла, а потом взяла и сдохла. Ой, нашлась моя Матрешка, только дохлая немножко. А я тут в тему воды и всяких этих утопленников вот нашла опять у Хармса стих, который называется «На берегу стояла сволочь». Купался грозный Петр Палыч, закрыв глаза, нырял к окну. На берегу стояла сволочь, бросая в воздух мать одну. Но лишь утопленника чистый мелькал затылок над водой. Народ откуда-то плечистый бежал на мостик подкидной. Здесь Петр Палыч тонет даже, акулы верно ходят там же. Нет, акулы верно ходят там. Нет ничего на свете гаже, чем тело выбрать пополам. Который тоже, да, тоже, скажем, и подчеркивает всю дурацкость, да, зачастую, и не просто там, скажем, стихов великих авторов, а еще и зачастую любимых нами с детства, и которые мы воспринимаем просто вот так, ну, как будто они так и есть. В нашей молодости это говорили пародия. Тоже. Камера. Да, ну, мы ж молодежь, Молодое мы поколение. же определились. Господи. С мэтром мы определились. Чтобы же молодежь было понятно. Вот, зайку бросила хозяйка, под дождем остался заяц. С скамейки слезть не мог, из занички промок. Ну это просто... Классика. Да, это не то, что классика, это уже как бы с молоком матери, да? Как бы Омар Хайям, вот, если бы в его время его стукнуло вот этой проблемой, сказал бы вот так. Сколько зайцев промокло, нам не сосчитать. Не все женщины в мире умеют читать. И любить не все женщины тоже умеют. Не устанем же, братья, любовь почитать. Шекспир как бы вот это преподнес нам. Джульетта юная, услышав шум дождя, домой скорее из парка побежала, но вспомнила немного погодя, где тело друга милого лежало. Ее любив, она страдала день и ночь, хотела уже вернуться и спасти беднягу, но сильно испугал Джульетту дождь, и под окном рычала страшная дворняга. Ах, как она любила зайку своего пушистого с огромными ушами, но не смогла от бури уберечь его, так обстоятельства нередко шутят с нами. Иных влюбленных ждет подобный крах, неистую любовь убить способен страх. Вы знаете, вот сейчас, да, вот ставили на табуретку, вот, заставляли читать стихи
Да. Так Гостям может повторим? читать стихи. Так подожди, Кстати, табуретка есть. Кстати, Не-не-не, табуретку не надо. Кстати, хороший вам задел на поэтические вечера. Ну, с табуретки надо читать действительно стихи. Хорошие стихи надо читать либо с броневика, либо с фонаря, либо с табуретки. Логично. Фонаря, броневика нету, табуретки, с табуретки. Ну, фонарь есть, только... Ну, я здесь. Нет, ну, на правах жюри просто-напросто я Не-не. позволю себе. Есенин говорил, хорошие стихи еще с Бодуна читаются. С Бодуна много чего делается, хорошо. Так вот, значит, вот этот стишок, опять он въелся в память, да, и научили в детском садике, понятно, это был 40-й детский садик вот здесь на Орджоникидзе, вот помню, это еще маленький совсем мальчик был, но стихи въелись. Школа или садик? Школа, нет, садик, школа, садик. Ну хотя я всем на работе говорю, вы не смотрите на меня, я не маленький Ленин. Я не могу знать все. Я согласен, я родился тупым, я просто вырос догадливым. Поэтому не надо так. Садик это школа жизни. Вот сам стишок меня пронял вот, своей силой. Значит, 40 градусов снаружи, 40 градусов внутри. Люди синие от стужи обнимают фонари. Кто России правит? Кто Россию любит, кто Россию губит? Барышня стеклянная, водка окаянная. Просто вообще. Всегда было на ура. После этого я полюбил поэзию и начал описывать. С 3 лет. Да, где-то вот патриотику вот можно? в этом возрасте. А детское стихотворение? Не, патриот. Я хотел продолжить детскую тему, а потом передать вам патриотику. Было тоже такое детское знаменитое стихотворение, я его решил переделать в свое время, потому что оно мне не нравилось. А вот потом оно мне понравилось. Папа спит. Оно устало. Устал папаня. По его совету в баню я пошел. Устал папаня. Мама тоже спит, ей скоро на работу уходить. Поищу себе заботу. Чайник, что ли, вскипятить? Ой, сгорел. Ну ничего, самовар ведь есть еще. Штучку в дырочку воткнул и пойду чуть-чуть вздремну. Вот такой был детский. Это у тебя драм-кружок, мне кажется, просто замечательно. Сколько боли? Сколько артистизма. Какой артистище-то не состоялся. А патриотизм. Сейчас патриотизм, а потом да. А, патриотическое. Ну, это 4 строчки. Я учился в школе, не поверите даже. Даже не для умственно отсталых. Это нет. Не в той деревенской. Это была для умственно отсталых. Это музыкальная школа при консерватории такая была. Значит, это было... Кто-нибудь знает, что такое КПСС? Еще помните? Коммунистическая партия советская. И вот когда запустили собачку, что ли, там в космос, не белку и стрелку, еще вначале одна собачка полетела. Которая потом и умерла там. Начали-то с кошечек. Она вернулась мертвой. Короче, Начали с воды и мяса. Трагическое было, да. Я записываю. Все ходы записываю. так, уже можно, да? Значит, я был, по-моему, в 8 классе, я такой стишок, мне очень понравился, патриотический. До чего дошла наука? В небесах летает сука, прославляя до небес мать свою КПСС. Сразу продолжу тему каверов, которые вообще по-русски назывались пародией, да. Продолжу и патриотическую, и в общем все сразу, и тему моего любимого русского языка, потому что я принесла Иванова, своего любимого, который, прочитав, впечатлился стихом Сидорова. «Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светлые стволы». Вот эта фраза стала поводом для такого блестящего опуса, называется «Высокий звон». Худой котомк, поклав ржаное хлеба. Кто помнит еще, как читал Иванов? Ну мы-то старые. Это был очень высокий мужчина, мне кажется, вот ростом с Артура, только в половину его. Если даже не на треть. Он был вот такой и читал стихи совершенно, вот не улыбаясь, бесстрастно, без Половину не эмоций. ванфас, а в профиль. Да, и он так невозмутимо, он единственное, что так бывало, бровь одну поднимал, у меня так не получится, у меня брови иначе как-то по одной, а он как-то вот этот вверх поднимал. Вот. В худой котомк, поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичий звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, снимаю кепк, одетый на бекрень, веселый птичка, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень. Зеленый травка ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу дрожащими губами: велик могучим русский язык. Прекрасно все помнят. Я очень рада, что, в принципе, вот эта тема, да, она сейчас и в порожках,
мне очень нравится. Интеллигент интеллигенту по роже дал розенталем и попросил быть грамотнее. Прием. Стой. Вот прочли Иванова, это же там каждое Да. слово как Не, выверено, там, как, конечно, там как блеск, придумано. блеск. Можно Да. продолжить. Ой, а про эту-то, про которую в прозе-то сейчас, ну это, мне кажется, дети должны знать. Я наизусть ее знаю. И так. Красную Пашечку? Конечно. Ну я раньше помнила, сейчас я... вот как выглядит Иванов. Кто не видел. Вот, дети, посмотрите. Перед глазами как живо. Чтобы у нас как день какой-то был это, развивающий, что ли. Это Кто цвет. не видел? Да. Очень талантливый человек. Он умер от Мы это помним. невероятного. Это все помним. запоя совершенно. Иванов? Да, разве под- многомесячный. Такой А раз- талантливый человек. Это так у него от это... Вот все великие умерли, и нам вот что-то не здоровье. Да. Сейчас, выживет. А мне кажется, вот иногда так вот Я поищу. возьмешь перо, как там дальше было? Золотое. Да. И Артемовское. Бах вот, вот в последние 5 лет почему-то из-под пера пирожок возникает. Может потому что такая массовая истерия. До этого выходили пародии, вот когда была знаменитая эта программа «Вокруг смеха» и Александр Иванов, да. тогда пародии выходили из-под пера. А сейчас почему-то вот пирожки. А потому что тот талантливый, а это хоть кто может написать. Вот что, Ну да, потому пирожок, что это- тренируют очень разный уровень. Вот даже когда смотришь, пирожки и порошки очень Вот у разные. меня Есть был такой- удачи был такой у меня откровенная, пирожок а вот есть такой. такие. Ну не знаю, он вот сохранился в памяти, хотя его не могу вот учить до сих пор. Давно мечтал шарманщик Карла, что следующей будет дочь. И сучковатые поленья безжалостно кидал в огонь. Нет, тут- ну иногда количество с качеством переходит. Да, это не решено, да. Но вот такие штучки это редкость, это да, с тонкостью. А помните вот такую, у него пародия, не помню какого поэта, там говорит, лежат, на лугу лежат коровы, обойма в выставях соски. Вот такой. И он написал пародию, которая кончалась такими словами. Значит, что, ну, вот я вышел сюда в поле, и тоже вижу там, и непонятно, что там у них торчит, и кто это вообще такие ходят, и заканчивается так. Догадка вспыхнула багрово, седые опалив виски. Он сам читал. Те, у кого соски, коровы, те, у кого, такая пауза, их нет, быки.